Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Якутия – это уникальный регион, который славится не только алмазами, суровыми морозами, но и, что самое главное, замечательными людьми. При этом в регионе в мире и согласии проживает более 100 народностей. И с нашим сегодняшним гостем мы поговорим о том, как сохранить самобытность предков, при этом чувствовать себя комфортно в современном сообществе. А также мы с вами, уважаемые телезрители, узнаем итоги Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. И сегодня в гостях программы «Якутия в деталях» заместитель председателя общественной организации «Союз таджикистанцев Республики Саха-Якутия» Фаридун Хатамов. Добрый вечер, Фаридун. Добрый вечер. Предлагаю начать нашу программу с ответа на вопрос о том, как все-таки сохранить баланс между культурами. Вот вы живете в Якутии, где очень яркий культурный код. При этом вы не забываете свои корни и, более того, ведете активную общественную деятельность как в сфере молодежной политики, так и межкультурной коммуникации. Вот как вам это удается? Мне, наверное, повезло, потому что я большую часть своей жизни провел в Якутии, поэтому вот культура, которая именно народов Якутии, она мне очень близка. Так как вот мы в своей семье тоже при этом сохранили свою культуру, традиции, стараемся соблюдать, и поэтому, можно сказать, никакой проблемы вообще не возникало. И совершенно спокойно, то есть удалось это сохранить. А вот какой бы вы совет дали людям, которые не могут найти такой баланс? То есть это все-таки что-то более из семьи должно идти или из общества? Или это должно быть личное желание человека сохранить свой культурный код? Наверное, это больше личное желание каждого. Конечно, семья тоже зависит. Например, мне очень повезло, что в нашей семье вот сохранился язык, мы разговаривали дома на таджикском языке, да. И во многом он как раз-таки язык решает, да. Я могу сказать, что мало знал о своем народе, да. Но вот благодаря общественной деятельности у меня, наоборот, такой интерес появился изучать вот свои корни, как-то узнавать о народе, и благодаря этому как раз-таки рассказывать еще о таджикском народе. То есть я вот изучал, сам узнавал много нового, и мне было это абсолютно интересно, потому что много чего нового сам узнавал, и при этом у меня еще была возможность об этом рассказывать еще другим людям. Не могу не спросить, что же привело ваших родителей в суровую Якутию, солнечного Таджикистана, потому что я читала вашу биографию, и там было написано о том, что вы всего 6 лет провели в Таджикистане, а все остальное время проживаете, и вот на сегодняшний день тоже живете в Якутске, и вроде как не собираетесь никуда переезжать. Да, на самом деле вот Якутия стала таким настоящим домом, можно сказать, родиной, потому что я вот сам 94-го года рождения, да, на самом деле я тоже задумался так, почему, как так получилось, что вот оказался в Якутии, и у нас получилось так, что на то время не было же возможности самим куда-то поехать и так далее. Все равно через знакомых приезжали, да. И вот у меня так получилось, что отца пригласили в Якутск работать. И вот он где-то в 96-м году изначально сам только приехал. И вот наша семья, у нас вот многодетная семья, мама с 4 детьми осталась в Таджикистане. Но на тот момент все равно это было очень тяжело, да, вот одной матери с 4 детьми оставаться. И все-таки вот в 98-м году наша семья вот решила приехать к отцу. И вот мы в 98 году, я первый раз вот в 4 года оказался в Якутске. Тоже такие незабываемые впечатления, можно сказать, получил. И, мы тогда были всего 2 года, в 2000 году уехали, но остались вот в Душанбе всего на 3 года. То есть вот, можно сказать, с 2003 года уже окончательно перебрались в Якутск, и с тех пор я даже не посещал Республику Таджикистан ни разу. Надо будет, наверное, в гости съездить. По идее, да, хочется, конечно, вспомнить, что там было, да как, но у меня, например, такой потребности не было, так как вся моя семья здесь, вот с одной стороны, к кому я поехал туда, тоже такой вопрос, поэтому мне очень комфортно именно в Якутске, потому что все мои друзья, все знакомые, я, так как здесь с самого раннего возраста, поэтому здесь вырос, вся моя жизнь здесь, поэтому вот и такой необходимости и не было. А какие основные проблемы вы бы отметили в межэтнических отношениях? Все же, когда тебе непонятна и не близка другая культура, другого народа, порой возникают сложности. И, на мой взгляд, зачастую это идет от того, что люди плохо знают обычаи и культуру другого народа. И все чуждо, я думаю, что психологи со мной согласятся и поддержат меня, зачастую просто пугает людей. Как вы считаете, если больше рассказывать о культуре других народов, у нас станет меньше проблем?
Ну, я полностью с этим согласен. На самом деле, да, от незнания, вот как правильно сказали, действительно, если чего-то не знаешь, то как-то его боишься, да. На самом деле у нас много общего среди всех народов, всегда можно найти. У нас также отмечаются похожие праздники, пусть и в разное время, да. И при этом, вот когда находишь вот такие моменты, понимаешь, что настолько люди, народности, они близки. Поэтому действительно вот надо просто изучать. Вот как раз-таки наша деятельность, она выражается в том, что мы вот хотим рассказывать, но не только вот сами рассказываем, да, про свой народ. Также у нас есть те, кто только не совсем недавно приехали. Мы стараемся их приобщать к культуре народов Якутии, чтобы они тоже понимали, что какие здесь обычаи, традиции, и, конечно, ко всему этому нужно относиться с уважением. То есть в какой-то степени вы социализируете этих людей, Да. которые приезжают? Ну, у нас Каким образом это для происходит? этого есть разные мероприятия. Например, вот мероприятие, которое проводит Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, да, направлены вот на адаптацию, интеграцию иностранных граждан. То есть вот те, кто только приехал, они могут вот получить какую-то помощь, да, то есть принять участие в мероприятиях. Есть такие, чаще всего сталкиваются с проблемами, да, то есть вот человек первый раз приехал, он абсолютно не знает, что ему делать, там, да, куда обратиться, да, а в Доме дружбы народов есть такие вот площадки, куда можно позвонить, спросить, да, и при этом вот у нас есть национальное культурное объединение, практически всех народов, да, вот такие общественные организации существуют, но большинство, конечно, идут к своим землякам, соотечественникам, и там уже непосредственно те, кто уже давно здесь живут, они прекрасно, конечно, могут помочь с этим, да, сориентировать, куда обратиться, что нужно в первую очередь делать, чего лучше не делать, да, и вот в таком плане. Ну вот хотела бы еще поговорить с вами об образовании. Ну вот как вы считаете, достаточно ли внимания уделяется в школах сейчас межнациональным отношениям и межнациональным вопросам? И если нет, то что нужно сделать для того, чтобы этот вопрос решить? А если да, то как бы почему хорошо все? Ну, я могу сказать из того опыта, который у меня был у самого в школе, на тот момент я бы не сказал, что у нас так много про разных народов можно было узнать. Сейчас я не знаю, как с этим, но я вот точно знаю, что сейчас каждый понедельник проводятся такие разговоры о важном, и мне кажется, что на них каждую неделю тематика разная, и они бывают приурочены к разным праздникам, тем более, да, поэтому там, мне кажется, вот с помощью этих уроков как раз-таки можно и школьников, да, познакомить с культурами разных народов. Абсолютно такая, то есть мы даже вот готовы прийти на эти уроки, когда-то рассказать. Вот у нас вместе с Молодежной ассамблеей народов Якутии мы несколько раз такие уроки даже проводили, поэтому считаем, что вообще очень здорово, что такое появилось, и это действительно необходимо. Ну вот как вы считаете, кто в большей степени несет ответственность? Школа за образование и подготовленность ребенка в том или ином вопросе? Или семья? Или это все-таки какая-то такая большая общая работа, культурная? Ну, с одной стороны, я бы отметил, что это все-таки семья, наверное, потому что ребенок, он все же ориентируется на поведение своих родителей, он, мы даже не осознаем, мы можем даже ничего не сказать ребенку, а он все равно зачастую копирует наше поведение. Поэтому все исходит из семьи, то, как принято это делать в вашей семье, да, от этого как раз-таки все и зависит. Ну вот сейчас очень много внимания уделяется вопросам патриотического воспитания молодежи. Вот как, на ваш взгляд, правильно и хорошо воспитать патриота? Ну, для меня патриот — это тот человек, который вот любит свою родину и не просто любит, а готов ради этого еще делать определенные действия. Вот, например, не обязательно это должен быть какой-то военный человек, да, вот, например, такая первая ассоциация — патриот, такой военный человек. Но на самом деле каждый человек, если он свою деятельность, которую он делает это хорошо и во благо других людей, вот я бы сказал, что вот все эти люди являются настоящими патриотами. А как воспитать настоящего патриота? Ну, как воспитать? Нужно рассказывать, да, то есть нужно, чтобы человек знал историю, нужно, чтобы он
изучил вот историю своих предков. У нас сейчас, например, да, вот я не знаю ни одну семью, наверное, у кого бы прадеды, деды не воевали бы в Великой Отечественной войне. Вот и так же, как и мои дедушки там воевали, поэтому можно сказать, что изучая хотя бы со своих корней, можно вот прийти к тому, что действительно они защищали нашу Родину, и брать с них пример — это вот отличный повод, можно сказать, начать. Ну, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в общественной организации «Союз таджикистанцев Якутии». Какие задачи стоят перед вами сегодня и каких успехов удалось добиться? Может быть, есть какие-то проекты реализованные, которыми вы бы хотели поделиться с нами? Ну, наша деятельность, она как раз-таки, да, направлена на то, чтобы наши соотечественники, которые вот впервые приехали в Якутск, чтобы они не попали вот просто в незнакомое место, да, а вот чтобы у них были вот такие ориентиры, у кого они могли бы что спросить, как им поступить. Но, конечно, у нас, например, нет такого полного охвата прям всех таджиков, да, но тем не менее мы стараемся, вот, чтобы у нас наша общественная организация помогала как можно большим людям. И те, кто вот у нас здесь давно проживают, в Якутии, вот они как раз-таки создали такую общественную организацию. И, можно сказать, таким главным нашим проектом это является Центр культуры таджикского народа, который строится вот на микрорайоне Марха по улице Газовиков. И это вот будет той самой площадкой, где вот смогут все вот наши земляки, да и не только они, потому что там площадка предусмотрена, можно сказать, для всех, да, там будет музей, там, если получится организовать спортзал, там будут классы для того, чтобы дети, вот, которые приезжают, например, впервые, да, если у них проблемы, например, с русским языком, какие-то дополнительные курсы для них проводить. То есть мы хотим вот с помощью этого центра как раз-таки обеспечить вот такой всей необходимой поддержкой вот именно тех, кто только приехал в Якутск и, может быть, столкнется с какими-то проблемами. Ну и вот так как благодаря работе музея мы там сможем и местных жителей тоже познакомить немного с нашей культурой, но при этом мы всегда участвуем и во всех вот таких межнациональных праздниках, проектах. Мы никогда как-то вот не уделяем, что именно только таджики и все, да. Мы всегда вот в межнациональных мероприятиях принимаем участие. Очень часто подобный вопрос задают председателю Ассамблеи народов Якутии и русской общины Александру Григорьевичу под голову, но я тоже у вас его спрошу. Можно ли войти в общину? Вот. И, например, я, если очень люблю вашу культуру, она мне нравится, допустим, я бы хотела с ней познакомиться поближе. Вот вы меня возьмете? Я вот, хотя я русская. Или нет? Или нужно обязательно вот из Таджикистана быть? Ну, по своей задумке, да, вот Союз таджикистанцев называется, да, и что такое, вот я тоже думал, почему им выбрали именно такое название, но вот как мне объяснили, вот и наш председатель Оев Худигайрович, да, и другие наши старейшины, что выбрали такое название не просто так, а не именно Союз таджиков, да, а только этнические те, кто являются таджиками, а именно таджикистанцы, те, кто именно являются уроженцами Таджикистана, вне зависимости от национальности, те, кто проживали в республике Таджикистан, вот как раз-таки они являются нашими членами, но я думаю, что можно дополнить, да, если, например, у кого-то появится желание посетить республику Таджикистан, мы бы действительно, вот как вы говорите, могли бы действительно их пригласить в нашу общественную организацию и тоже, если они интересуются, что можно сделать в Республике Таджикистан, может быть, в туристическом направлении, да, и действительно в этом направлении можно было бы вот таким людям помочь. Ну вот вы очень плотно сотрудничаете с культурными организациями и молодежными. Вот как бы вы охарактеризовали современную молодежь, которая разных наций, разного вероисповедания? Вот что в них есть, в этих людях общего, и, может быть, все-таки есть какие-то различия или нет? Или они не чувствуются? Ну, с молодежью, вот я могу сказать по своему опыту участия во Всемирном фестивале молодежи, абсолютно открытая, да, они готовы воспринимать любую информацию и также открыто делятся той информацией, которая у них есть, поэтому я думаю, что сейчас вот молодежь, если, ну, главное, как-то было сделать так, чтобы это им было интересно. Я думаю, что нет чего-то такого, чтобы они не хотели изучать, просто надо это преподнести как-то вот в современном виде, чтобы это было им интересно, и можно, мне кажется, даже любую тематику сделать
для них такой вдохновляющий, чтобы воодушевляющий, чтобы они этим заинтересовались. Вот мы подобрали самому главному вопросу нашей программы, о вашем участии во Всемирном фестивале молодежи. Поделитесь впечатлениями, что понравилось, что вдохновило, какие планы и вообще, что было прям такого замечательного. Ну, Всемирный фестиваль молодежи на самом деле самое масштабное молодежное событие в мире. 20 тысяч только участников там было, да, это 10 тысяч участников со всех 89 регионов Российской Федерации и 10 тысяч иностранных граждан, таких иностранцев с практически 190 стран. То есть вот у нас на самом федеральной территории Сириус образовался такой город молодежи мира. Его так и назвали. Мне очень понравился концепт на самом фестивале. Действительно, мы когда приехали, нам вручили в рамках этого фестиваля паспорт жителя города молодежи мира. И очень много... Конечно, оно было ориентировано на молодежь, и в таких виде заданий и так далее можно было познакомиться с множеством культурных особенностей регионов России, и при этом каждый иностранный, кто участник приезжал, они тоже делились своей историей. Было просто невероятно, можно сказать. Можно было, я так заметил, подойти к любому человеку, и можно уже с ним до вечера общаться свободно на любые темы. Очень каждый человек там был интересным. Вот за эти 7 дней я могу сказать, что времени, конечно, не хватило со всеми пообщаться. Такой фестиваль, наверное, нужно было сделать минимум на месяц, чтобы удалось как-то вот со всеми пообщаться. И, ну, со многими даже при этом как-то получилось наладить контакты, чтобы совместно можно было дальше какие-то проекты реализовывать. Ну, то есть все ребята открытые, все готовы к сотрудничеству. Да. А вот языковой барьер был ли? Ну, для этого вот как раз-таки нас, каждому в раздаточных материалах были такие переводчики, но я могу сказать, что лично мне не понадобились. Там много кто я вот иностранных встречал, они хорошо разговаривали на русском языке, прям очень удивляло. Были те студенты, которые здесь учатся, иностранные, да, поэтому они несколько лет уже побывали на территории России, поэтому общались на русском, а с кем уже так чуть-чуть тяжелее было, но мы разговаривали на английском, и тоже никаких проблем не возникало, таких серьезных, чтобы можно было сказать. Ну вот скажите, скажем так, чаяния молодежи России или молодежи других стран, они одинаковые? То есть проблемы, радости, или все-таки есть различия в зависимости от, скажем так, местонахождения человека, его места проживания? Ну, наверное, у каждого человека есть свои особенности, будто религиозные, будто традиции, да, но в рамках этого фестиваля это совершенно не ощущалось. Каждый человек действительно мог общаться абсолютно, вот, можно сказать, со всем миром. Вот, у нас вот этот город действительно стал таким всем миром, можно сказать, на время фестиваля. И мы спокойно общались, никаких таких барьеров. Я ни разу не видел, что возникла какая-то конфликтная ситуация. Все абсолютно со всеми общались на равных условиях. И это было действительно что-то такое не передающее, можно сказать, да. И вот так спокойно общаться со всеми ребятами и получить для себя вот что-то новое. Ну, а какая программа была? Программа на самом деле насчитывала в себя более 850 мероприятий. Это будто мастер-классы, выступления разных экспертов. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев был, Песков, Лавров. Вот, церемония открытия, закрытия, ежедневные концерты были, вот, все артисты довольно масштабно. Ну, самое, наверное, важное мероприятие, которое было, это церемония закрытия, я могу сказать, на которую я вот попал, и несколько людей с нашей делегации Республики Саха-Якутия тоже попали. И, конечно же, на церемонии закрытия у нас президент Российской Федерации выступил, Владимир Владимирович Путин. Поэтому, можно сказать, это самое яркое, масштабное мероприятие, вот, которое удалось посетить, и незабываемое, можно сказать. Вдохновляет Владимир Владимирович? Очень вдохновляет. Я даже могу отметить, что после его выступления выступала такая одна из моих любимых групп «Добро», но это было совсем не то. После выступления Владимира Владимировича слушать группу «Добро», даже, не знаю, это было немного странно. Надо было их, наоборот, на разогрев, да, к Владимиру Владимировичу. А расскажите, как вас отбирали? Вот, то есть делегация из Якутии, как она была сформирована?
как было сформировано, но точнее, сами мероприятия начались где-то в сентябре, по-моему, начался отбор участников Всемирного фестиваля молодежи, и срок был до 1 декабря, потом его на неделю, по-моему, буквально продлевали. Сделали специальный сайт всемирный, и там каждый, кто хотел принять участие в этом Всемирном фестивале молодежи, подавал туда заявку вне зависимости от того, именно он с делегацией хочет поехать или нет, ну, без разницы было, потому что каждый сам подавал заявку, и на основе этих заявок потом уже как раз-таки, когда мы прошли, сформировались вот делегации от республик. Я вот очень рад, что попал в делегацию Республики Саха-Якутия. Вот у нас было 63 участника, именно участников Всемирного фестиваля молодежи, но помимо этого у нас была в делегации культурная программа, спортивная программа, были волонтеры, да, поэтому там у нас насчитывалось, по-моему, 123 человека, и у нас достаточно такая большая делегация. У нас вот, что очень здорово, на фестивале был свой стенд, и мы могли вот иностранцев приглашать к себе вот в родную Якутию, можно сказать, в рамках фестиваля. Рассказывали о Якутии и делились такими подарками. И, кстати, на одной из центральных площадей вот фестиваля даже был установлен Алукмас. Вот. А что иностранцев удивляло о фактах Якутии? Ну, они с большим удовольствием смотрели. Вот у нас очень много активностей для них было заготовлено. Это и настольные игры, и спортивные игры, да. И им это было очень интересно. Например, там Айсен Делохов, он хомусист-импровизатор, для них проводил мастер-классы, и иностранцам услышать вживую, как играет человек на хомусе, действительно, это первый опыт. Все с таким большим воодушевлением это слушали. Действительно, было очень радостно за этим наблюдать. Помимо этого, на стенде они могли ознакомиться с основными такими культурными особенностями Якутии. Конечно же, их поражал наш холод, когда мы рассказывали им, что действительно в Аймяконе там было зарегистрировано минус 71,2 градуса холода. И действительно, они этим поражались, но очень большой интерес у них это вызывало, и многие даже говорили, очень хотим посетить Якутию, и мы, конечно, с удовольствием всех приглашали посетить. Будем надеяться, что они приедут. Да. Ну вот вы вошли в топ вдохновляющих историй и были одним из 100 приглашенных на специальную программу национальной премии «Россия. Страна возможностей». Вот расскажите, пожалуйста, вашу историю и как прошло мероприятие. Да, вот в рамках Всемирного фестиваля молодежи еще проходила специальная программа национальной премии «Россия. Страна возможностей». Но вот с начала этого года тоже стартовал отбор для тех людей, которые вот меняют как-то, стараются участвовать и менять вот жизнь в России, можно сказать, к лучшему, да. И я вот участвовал в разных проектах «Россия. Страна возможностей», и, например, в таком проекте «Топ-блок» я как раз-таки поэтому подал в номинацию «Медиа» в эту премию и был вот счастлив узнать, что, оказывается, вот прошел такой отбор, и для нас вот подготовили отдельную программу в рамках фестиваля, и у нас в рамках Всемирного фестиваля молодежи была такая шоу-презентация, очень масштабная, большая, и она еще была такая очень инновационная, можно сказать, потому что там применялись такие новые технологии. Я первый раз такое видел. Вот у нас, например, посадили в определенные места в зале среди зрителей, и когда про наши истории рассказывали, на нас вот прямо среди зала высвечивался такой прожектор и выделяло нас среди толпы. Было очень необычно. А тем, кому там 3 человека посчастливилось попасть на сцену, у них вообще прям с помощью светового шоу сделали такой купол, как будто из света. Это уже смотрелось очень необычно, можно сказать. А сама программа у нас проходила параллельно с фестивалем, да, поэтому я, можно сказать, очень жалко, что не успел на большее количество мероприятий в фестивале, но, тем не менее, вот те люди, которые попали в эту сотню, да, они действительно меня поразили вот своими историями. Там были и ученые, и те, кто и такие общественники, и кто бизнесмены, да, медики. Они действительно меня поразили своими историями. Действительно, то, что они делают, очень вдохновляет. И это еще не окончательный список, да, вот у нас в рамках этой премии еще выявят 100 финалистов, и потом
про каждого из этих 100 человек еще будет рассказана такая отдельная история. Должно получиться, мне кажется, очень здорово. Такой первый проект, потому что вот президентская платформа «Россия – страна возможностей» вот уже больше 5 лет существует. За это время вообще, вот если для молодежи, очень большие перспективы в этом плане открываются, потому что сейчас вот ты, обучаясь в школе, уже можешь принимать участие в вот таких масштабных всероссийских, даже вот во всемирных таких мероприятиях. Вот, например, когда я учился, таких возможностей не было. Может, они и были. Может быть, не такой был Да, активно может быть, я развитый. про это не знал, действительно. А сейчас вот достаточно зайти на один сайт, и ты можешь погрузиться во всю эту вот экосистему, выбрать для себя те направления, которые действительно тебе интересны. Ну, очень здорово. Поэтому сейчас для молодежи сколько у них есть возможности принять участие, как-то стать частью вот Большого глобального общества молодежи. Да, и это только радует на самом деле. Поэтому я вот наоборот призываю всех как раз студентов, школьников обратить на это внимание и не упускать такую возможность. Потому что действительно, я уже говорю, когда учился первый раз, я сам очень стеснительный был. Вот мне 3 года назад, если бы сказали, вот ты пойдешь на передачу и будешь сниматься там перед камерой, я бы вообще засмеялся, сказал бы, не, я, чтобы перед камерой, да никогда не может быть. А сейчас вот благодаря такой общественной деятельности вот как-то это удалось преодолеть. И действительно, вот участвуя в таких мероприятиях, ты действительно много нового для себя открываешь. Очень здорово. А вот история-то какая у вас была? Я там поделился своей историей как раз-таки о том, как за 3 года моя жизнь вот кардинально поменялась на самом деле, потому что я работаю программистом с 2015 года в ГУП ЖКХ, и вот с помощью таких активностей в 2021 году меня вот пригласили в общественную организацию «Союз таджикистанцев Республики Саха-Якутия». На тот момент как программиста попросили меня создать сайт для этой общественной организации. Я, конечно, создал, и так потихоньку, наполняя сайт, потом участвуя в мероприятиях, вот получилось получить даже должность заместителя председателя. Потом меня пригласили в Молодежную ассамблею народов Якутии, и там тоже я стал заместителем председателя. И потом я участвовал в таких вот проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Там вот в 2022 году я стал полуфиналистом в проекте «Топ-блог», а в 2023 году уже со своим личным блогом я дважды смог стать финалистом, поэтому обо всем этом хотелось рассказать. Помимо этого есть еще множество проектов, которые мы реализуем совместно вот с Молодежной ассамблеей народов Якутии, вот с нашей общественной организацией. Тоже обо всем этом я рассказал, и так получилось, что вошел вот в топ вдохновляющих историй. Ну, более того, вы стали лауреатом 1-й степени 2-го международного конкурса «Лидер народной дипломатии». Вот расскажите о нем, что там интересного было. Да, «Лидер народной дипломатии» — это был уже 2-й международный конкурс. В декабре 2023 года он прошел. И меня тоже посчастливилось оказаться в числе 30 финалистов. Пригласили в Москву. Мы там вот в течение 2 дней участвовали. В первом дне, можно сказать, у нас такая сессия была практическая. Мы там разрабатывали концепцию Всемирного общественного саммита. Тоже такое, можно сказать, на уровне Всемирного фестиваля молодежи, такое глобальное мероприятие. И там вот участвуя, и потом во 2-й день уже в рамках Екатерининского форума объявили победителей. И вот так получилось, что за время своего участия, оно на самом деле с сентября месяца шло, 23 года. Ну, это был финал, да, уже? Да, уже сам финал только в декабре проходил, поэтому там, конечно, смотрелись на прошлые результаты и то, как кто работал в самом финале. Да, и вот так получилось, что оказался лауреатом 1-й степени. На самом деле для меня неожиданно тоже было. Я даже думал, не хотел подавать туда заявку на самом деле, но меня так чуть-чуть подтолкнули мои друзья из Молодежной ассамблеи. Все-таки сказали, ну попробуй, это действительно, что теряешь-то с одной стороны. Не зря, как оказалось. Да, я думал, что, мне кажется, слишком молодой еще как-то, и мне кажется, я думал, лидер народной дипломатии, это, наверное, все-таки такие уже чуть постарше, уважаемые такие люди, которые много лет делают такую свою общественную деятельность, да.
Но да, там тоже, можно сказать, в основном рассказал о тех проектах, которые удалось реализовать, и действительно это оценили, и очень приятно. Ну вот у вас еще один очень интересный проект есть «Народы Якутии в лицах». Расскажите о нем. Да, я вот все пытался рассказать о нем, и хороший повод вот появился. Передвижная фотовыставка «Народы Якутии в лицах». В прошлом году я подал на грант в Росмолодежи и стал победителем, одним из 16 победителей в Республике Саха-Якутия, ну, из участников, да. Всего вот 16 победителей было из Якутии, а так вот грантовый конкурс ежегодный, там каждый может принять участие. Такой проект меня вдохновило, когда в 2023 году объявили результаты всероссийской переписи населения 2020 года, и когда сказали, что в Якутии проживают представители 135 национальностей. И я так задумался, вот и сколько участвую в мероприятиях межнациональных, очень сложно увидеть в одном месте представителей. 135, да? Ну, 135 это, наверное, невозможно, а вот представители хотя бы 20-30 в одном месте, это действительно уникально. И вот долго думая, что с этим можно сделать, я вот придумал такую фотовыставку, и где в одном месте смогли бы, каждый человек смог посмотреть на все эти народности, которые проживают в Якутии. И помимо этого проект был поддержан еще субсидией Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия, поэтому такая двойная поддержка, и очень радостно было вместе с Молодежной ассамблеей этот проект реализовать. Мы успешно открыли нашу фотовыставку ко Дню народного единства в 2023 году. Там у нас приняло участие 53 человека, и это представители 28 народностей. Все-таки 135, к сожалению, не удалось, но это, можно сказать, наша планка, наша цель. Есть к чему расти, скажем да, так, да? есть к чему расти, пополнять фотовыставку. Ну, у нас получилось 48 фотографий, мы сделали такие большие, красивые, формата А2, и отрадно, что там большинство людей целыми семьями принимали участие. И самая такая особенность фотовыставки то, что мы именно снимали людей в национальных костюмах, поэтому можно сразу посмотреть и увидеть, вот как тот или иной народ выглядит в своем национальном костюме. И именно старались, чтобы принимали участие и парень, и девушка, потому что все-таки костюмы да, значительно отличаются, поэтому вот по 2 человека участвовали. Вот. А можно ли сейчас где-то эту выставку увидеть, фотографии? Вот хочется посмотреть, если честно, глянуть. Сейчас? Есть ли в интернете все это? Ну, цифровых вариаций нет, но сами фотографии, они существуют. Мы совсем недавно их размещали в Доме правительства номер 2, и также готовы их размещать на любых площадках, в школах, где-то в колледжах, в других пространствах. Если как-то будет на это запрос, мы, конечно, готовы их предоставить и разместить. Например, совсем недавно мы разговаривали с директором исторического парка «Россия. Моя история», и есть такая вот большая вероятность, что мы ко Дню Республики Саха-Якутия, вот 27 апреля, разместим эту фотовыставку на этой площадке, и тогда, конечно, еще раз пригласим всех желающих посетить ее и посмотреть всю ту работу, вот, которая у нас получилась. Ну и вот хотела бы задать последний вопрос в нашей программе. Не так давно состоялся фестиваль «Мусустар». Поделитесь, пожалуйста, кратко впечатлениями, принимали участие и вообще, что понравилось? Ну, «Мусустар» — ежегодный фестиваль, мы в нем тоже принимаем участие от Молодежной ассамблеи, на самом деле. С 22 года, можно сказать, являемся соорганизаторами. Мы проводим там свои площадки. А в этом 2024 году у нас там был целый трек, целое направление, которое назвали «Этномы». Там мы представили такой республиканский конкурс по 3 номинациям. «Время традиции», который назывался. И там были такие номинации, как видеообряд, номинация «Этноблог в топе» и такой небольшой квиз, который тестирование на знания традиций народов Республики Саха-Якутия. В целом фестиваль очень шикарно прошел, на самом деле. Мы
встретились с нашими финалистами в Доме дружбы народов, а затем еще на площадке «Триумфа» проводили свои небольшие настольные игры, тоже в национальных костюмах. Люди к нам активно подходили, спрашивали, интересовались, и это нас радует. Действительно, молодежь узнала много нового тоже и о народах, которые проживают в Якутии, и смогли принять участие еще в таком большом республиканском конкурсе и в самом фестивале, конечно же. Благодарю вас за очень приятную и интересную беседу. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.